Кто из ингушских художников является автором картины «Шелковый путь»? Прозвучал первый вопрос, время на обдумывание пошло. Сегодня в этом зале за звание лучших борются 7 команд, в их числе «Медузы», «Из тьмы веков» и «Оазис». В первом туре им предстоит ответить на 8 вопросов. На обсуждение каждого дается по 20 секунд. За правильный ответ команды получают по 2 балла. Там очень много травы, и сидит мужик на пенсионе, Борьба в зале разворачивается не на шутку. И это неудивительно, ведь здесь собрались знатоки. Это артисты республики, блогеры и журналисты телерадиокомпании «Магаз». Сегодня каждый сможет узнать, насколько хорошо ориентируется в вопросах культуры, истории и традиций своей республики. Во втором раунде время на обсуждение увеличивается на 10 секунд. За правильный ответ в копилку команд добавляется 3 балла. Элиза Барахоева в эрудированности своей команды уверена, хотя были и вопросы, которые застали участников врасплох. Вопросы очень простые, но в то же время в этой простоте и есть подвох. Иногда не дослушав вопрос, мы спешим и отдаем листик уже с ответом, а там подразумевается еще кое-какая информация, которая раскрывает суть. Поэтому отсюда вывод. Никогда не торопитесь с ответами, всегда умейте слушать, о чем я и говорю сейчас в нашей команде. А вообще хотелось бы сказать, что подобные мероприятия очень полезны, очень нужны для общества. И важно, что акцент делается именно на информации о нашей родной республике. Каждую команду жюри оценивает строго, контролирует правильность ответов, подсчитывает набранные баллы. Ну а одолев 5 туров и сыграв в финальной игре, побеждает команда «Медузы». Участники признаются, за счет интересных вопросов игра превзошла ожидания. Мы с командами впервые принимаем в подобном формате участие, и нам очень понравилось, вплоть до того, что мы хотим записаться уже и прийти на программу. У нас в эфире ТРК есть программа «Эрудиты». Обязательно хотим записаться и принять коллективно также участие. А в качестве приза победители получают сертификаты от спонсоров. Сегодняшний вечер посвящен столетию образования ингушской государственности. Цель мероприятия – продемонстрировать красоту и богатство нашей культуры, объединить интересные личности в неформальной обстановке. Хотел бы поздравить всех со столетием нашей государственной. Хочу, чтобы у нас росли наши настоящие джигиты, горянки, и чтобы у нас все было хорошо. После обогащения знаний гостей ждет развлекательная программа, различные мастер-классы, шведский стол, выставки, ну и, конечно, выступления ингушских артистов, музыкальных коллективов. Мероприятие очень понравилось. Спасибо организаторам, конечно. Это просто интересно. Повстречал много новых людей, повстречал своих друзей, коллег. Так что все замечательно. Я, честно говоря, очень заинтересована. Весело, атмосфера просто потрясающая. Пусть все у нас будет хорошо, и пусть очаг нашего дома никогда не потухает. Для каждого ингуша это очень важно. Программа мероприятия выдалась насыщенной. Участие в ней каждому эрудиту принесло много знакомств и еще больше ярких эмоциональных моментов. Малика Измайлова, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.